Ребятки, всем привет. Ну что, приехал с Архангельска, ребята, и охренел. Все замело, просто снега в этом году, мать моя женщина. Мои буранки, которые возле гаража, накатанные постоянно, да, то бишь все равно я, если даже не на рыбалку выезжаю, все равно где-то там по деревне разворачиваюсь. Просто смело. Их просто сравняло, их нету. Гараж замело. Трубы вон еле торчат, в общем, вот так. На крыше снега море, надо скидывать снег, ребят, с крыш. Конец февраля. Скоро будет оттепели, и этот снег просто будет такой тяжелый. Вот. Надо скидывать с сараев, с бань. У себя на участке я уже это сделал. Вот. Добрался до гаража, до базы, так скажем. Выгнал Тофика, затопил печку. Вот. Сегодня, ребят, хочу примерить обновочки. Пришли наконец-то мне обновки. Вот. Хочу посмотреть, как все встанет. Все тут выкатать, вычистить, вывести снег. Приходится вывозить уже, ребят. Ну, буду вывозить именно с калитки, потому что прошел трактор. Все сравняло. И, соответственно, кидать уже просто некуда. Просто уже такие холмы, и уже все. Тут надо погрузчик, знаете, вызывать, чтобы вот как-то убирал. Потому что трактор толкает. Ты вычищаешь. И такие шапки уже, что уже лопаты просто не хватает уже докинуть наверх. Надо все вот вычистить здесь. Накатать дорогу здесь. Ну и, в общем, прокатимся, наверное, по Пухляку, ребят. Вот как раз пришло время показать, потому что спрашивают, вот, как в Пухляк. Заодно потестируем вот эти вещи специально для Пухляка, покажу. Все вот просят, вот как раз снега, ребят, что ни на есть, очень много в этом году. Ну и заодно посмотрим, как он пойдет. Вот. Ну, короче, такие сегодня гаражные дела, ребят. Надо расколоть дрова вот эти, которые, помните, привез с речки. И так руки-то не дошли. Пару чурок там расколото, и все стоят тоже, тут мешают они. Надо прибрать дровишки эти. Короче, такие сегодня у нас дела будут. Дела житейские, домашние, но они нужны, блин, замело в этом году. А то, что на реку дорогу делал, все. Парни жалуются, проехать никуда не могут. Все бурятся, дорог нету. В общем, это еще только конец февраля, это у нас еще снег, это будет идти, мама родная, еще 1,5 месяца. Когда он начнет подтаивать, это еще не скоро. Соответственно, снега будет еще больше, ребята. Так что как-то так, что, разобьем дровишки, как говорится, согреемся. Погода хорошая, 13 градусов, солнышко. В общем, ну, на выходных смотрю опять 4 снежинки, короче. Снег в этом году надоел. Наверное, будет весна, ребята, половодная. Скорее всего, будет топить. Наверное, будет половодье большое. Ну, с одной стороны, это хорошо. Возможно, поднимется рыбка. Разольет озерки, старицы, как бы, ну, какое-то, может, шевеление будет из этой воды. Хотя не точно. Ладно. Наточил я свой топор, головешек $500, да. Разобьем дрова, ну это на баню. Кривые, сучкастые, как бы, на баньку самое то. Ну и потом дальше больше. Так что погнали, ребят, кому интересно. Поехали.
сучкастая, а? Возьмешь. Просто так ты не возьмешь. Speakerphone. Ну вот, разбил. Блин, сучкастая, ребята. Вся такая кривая. Ну ничего, хорошая вещь, колун. Колун советский. Не знаю, сколько лет ему. Меняется рукоятка только и все. А так вот. Ну, видите, фишка в том, что он тупой, как колун. О, даже ценник вроде есть. 1 рубль 50 копеек. Он тяжелый, килограмма 2, наверное. И вот за счет веса и вот такого расширения он и колет. Здесь сделаем набивку из жести, потому что, ну, промахиваешься, чтобы ручка больше служила. Вот. А так я не знаю, сколько лет ему. Ну, в общем, тема классная.
В деревнях газа нету, ребят. Топимся дровами. Это сейчас уже модно пошло. Раньше балансом привозили. Ну, это, в общем, привозим, пилим. Возле дома столько пилок. В общем, дрова это такая история. Потом как бы уже впиленные. Сейчас уже перевозим, ребят, колотые. У нас тут в деревне парни поставили установку. Ну, знаете, там вот 1000 рублей, там 2 переплатить. Ну, это вот колоть, таскать, это все. Потом щепки вот это вокруг все. А тут привезли, сложил дровяники, все. А это так, баловство. Половину тут уже раскололи, конечно. На баню крупные. Смоляк. На баню то, что нужно. Тогда катался, там налима искал. Что по дороге. А так, в принципе, он возился потихоньку зимой. Там 10 чурок, там 10 чурок. Смотришь, за месяц навозишь. Нормально дров. Так, ну ладно, что. Печка гудит. Пойдем распаковку делать, ребят. Очередные новиночки на технику. Давно уже ждал. Хотел. Потихоньку обновляюсь. Вот крепежи поставил. Вот. И так потихоньку. Ну, охота, как бы, чтобы непосредственно твоя тачка как-то, чтобы максимально ее зарядить, правильно? Как бы если есть возможность, почему бы нет? Ну, непосредственно по ништякам, ребят. Сумка у меня есть спереди. У меня, кстати, еще сумка есть. Я даже задумывался еще повесить ее сюда. Кто-то мне писал, что типа ты неправильно повесил. Я знаю, что она вешается сюда. Это под навигатор, под телефон. Ну, зачем она мне здесь неудобно? Как бы, ну... Тут у меня чисто там всякие очки, запасные шапки, балаклава, перчатки всякие. Ну, короче, такие темы. Ну, это блогерские темы, понятно. По крепежам я показывал. Вот. Кофр заводской от компании Тафалар. Вот. Здесь фишка в чем, ребят, что здесь вот крышка, да, непосредственно. И здесь сверху еще есть такая молния. Вот. Вот минус, конечно, что мерзнет все это дело. Как-то надо что-то сверху, что ли, чехольчик какой-то. Здесь еще должен был идти чехол сам непосредственно на всю технику. Потому что ночуешь, останавливаешься. Как бы всякое бывает, снегопады. Вот сейчас ночевал, ну все просто засыпало. Как-то думаю, блин, надо что-то делать. А вот, ребят, есть. И как бы этот, ну, под эту технику прям. Ну и новая приколюха. Парни стали делать кофры наперед. Вот здесь. Место, кстати, классное. Сейчас были в Архангельске. Круто влазит канистра бензина. Или 2 двадцатки, ребята, можно. Или 1 десятку, 1 рыболовный ящик. Чтобы вот это место не пропадало. Но сейчас хочу поставить сюда кофр. Он мне пришел. И спрашивали по поводу стартера. У тебя же аккумулятор, Андрюха, почему дергаешь? Да, ребята, у меня был, точнее их 2. Не хватило на сезон. Лопнул. Где-то лопнул, где-то подтекал. Да. С аккумулятором, походу, ребят, мимо. Ну ладно, сейчас подумаем, что как быть, как порешать. Вот, у меня их даже 2 дельта, ребята. Вот, это старый, я еще под свет брал. Вот, кстати, свет у меня 3 метра на избу, что-то такое. Вот. Он у меня все отжил свое. А это вот новый сезона даже не хватило. Блин, что-то мощность теряется. С рыбалкой приехал, поставил на зарядку. Зарядка, кстати, есть. Все нормально, выставил. Все классно, завел, все нормально, покатался. С рыбалки приезжаю, опять не крутит. Думаю, замерз. Завез домой его, поставил на зарядку. А на утро поднимаю, а у меня такая лужа, ребята. Короче, где-то он секет, лопнул. Плотность потерял. Надо как-то или в ремонт, что ли, или что-то еще. Потому что, ну, что, блин, жалко, денег тоже стоит. Ну и попросил супругу заказать аккумулятор. Заказал, ребят, оранжевый. Что-то, говорю, ценник какой-то более дорогой. Смотрите, разница, ребята. Это получается 12-10, а это 12-20, что ли, 18. Короче, да, 12-18.
Он мне просто даже туда не залезет в стойло. Туда просто не подойдет. На снегоход, да. Кому-то на снегоход надо будет продать. Или на мотоцикл. Более мощный. Короче, да, ребят. Ну, во-первых, вот здесь ниша такая специально. Там, правда, лед. Короче, он туда даже не поместится по размерам. Блин, а. Кому, короче, ребят, надо на снегоход, пишите. Куда он мне? На машину не пойдет, на машину новый брали. Тоже отжил аккумулятор. В морозы не заводился, вон старый аккумулятор. Блин, а. Ну ладно. Прошу прощения за бардак. Че, бардак есть бардак, че. Блин, скрывать его, не скрывать, а че? Женя написал. Я, видите, ребят, там не сижу на этих валбересах, озонах. У меня же супруга. Что надо, я ее прошу, она заказывает. Видите, чуть не углядел тут просто. А написал ей. Она говорит, что? 2 недели прошло. Я пока с этими поездками. Десять, 20-ка, блин. Конечно. Тяжелый, тяжеленный. И по высоте крепеж там не подойдет. Блин, а? Как так-то, а? Как так, Викторович, лоханулись? Ну ладно, что. Да, и тут он и пошире. Да он по всем параметрам больше. Что тут делать? Надо такой. Ах, блин. Беда бедовая. На снегоход кому-нибудь, да? Пойдет. Я что-то и показала цена, думаю, что-то больно дорогая. Ладно. Продать можно будет, ничего страшного. Так, ребят, что, обновочки? Оба! Обновочки от компании Тафалар. Данил отправил мне. Хорошо сейчас эти озоны, блин, валберес. В любой деревне, как говорится. Что мы имеем? Мы имеем вот такую доску разделочную. Да нет, просто перегородка, походу, или что. Вот он, ребята. Да, это, скорее всего, перегородка. Передняя сумка. Все, там она закрывается. Перегородку надо поставить вот эту. И фиксируется. Опа. Сейчас я все сделаю. Снег там почищу, ребят. Ну, слушайте, сюда много чего влезет. Так-то, если разобраться. Правильно? Правильно, вот здесь боковой этот и как сумка. А, еще и сзади вот фиксируется. Ну и в общем сам чехол на мотобуксировщик. Вот здесь понятно, что. Здесь, ребят, понятно. Стояночный чехол. Будем возить его с собой. Я потом посмотрю, или я его в кофр определю, или отдельно буду возить. Такие дела.
удобно, кстати. Вот так, хоп-хоп. Здесь такой козырек под молнию, чтоб снег мало ли. Короче, туда что-нибудь загружу тоже, пока не придумал. Вы же знаете, больная тема, ребят. Что-то туда буду класть. Те же запчасти, они у меня там лежат. Сюда перекочуют. Молния двойная, хорошо. Чё, немного помялся, ничего, выпрямится. Столько льда, ребят, тут накопилось. В общем, вот, смотрите, видите, она никак сюда не заходит. Если бы еще как-то было, по высоте-то дает. Можно было заколхозить резиночкой. А тут никак. Ладно, сейчас капот открою, посмотрю. В редукторе масла, да что. Заодно лед отбил. Вот такие вот ТОшки тоже нужны. Как ни крути. Как ни крути, ребята. На солнышке, ребята, аж пригревает, аж начинает капать. Это буксировщик черный наполовину, как бы, и вот прям уже греет. А я что-то печку топить, думаю, холодно будет в гараже, что-то там. А в гараже темно, не видно. Вот. Стул сюда вынес. Сижу, кайфую. Так, что? Аккумулятор минус. Кофр плюс. Чехол плюс. Вот. Все классно подошло. Единственный момент, что сейчас неудобно капот откручивать, потому что, ну, надо немножко отодвигать. Но это мелочи, скажем так. Что-то пригружу туда его. Не знаю, что туда положу. Ну, что-то такое, короче. Так, ладно, что, ребят. Катану, наверное, тут буранку. И на улицу. Трактор прошел прям калитку, все замело. Ну, завалил, короче. Надо откапываться. А кидать некуда. Видите, ну, как-то вот расположение, барак, как бы, ну, там уже другая квартира, как бы, туда уже не покидаешь. А они кидают. И вот такие горы вот возле калиток вывезу. Все равно надо там все это очищать, потому что дрова будем привозить. Да. Вот. Зацеплю сани большие, максиходовские. И они еще до кучи очень классно равняют дорогу. Накатать надо сделать здесь по уму все. Короче, день такой сегодня, ребят.
Ни 2, ни 1,5. Ну, сейчас настроил вот эти держатели модуля. Поедем в Пухляк. Я вам покажу, как это работает. Ну, просто спрашивают, многим интересно. Многие задумываются приобретать. Спрашивают вот, проходимость. Вот в этом году всех коснулось. Никому не нужен был буксировщик в прошлом году. Никому, потому что спокойно все доезжали, выезжали. А тут все. И теперь вот люди интересуются, брать что, как и почему. Соответственно, как бы вот такие ролики кому-то полезны, я считаю. Так, ладно, погнали.
Ну вот, раскатал, ребята, расширил. То бишь не езжу по одной, да, стороне, стараюсь потом край брать, край. Ну, многие скажут, тебе что делать нечего. Ребят, поясню, это не просто так. Эта дорога будет стоять еще очень долго. Когда уже на дорогах будет земля, ну, трактора все равно будут дырявить ее, по дорогам уже не проехать. Я живу на окраине, и речка вот получается здесь, ребята. И вот эта дорога, когда будет уже скрываться холмы, трава торчать будет, тут еще будет снег, потому что вот накатано, ну, все вот она. И здесь еще можно будет ездить, ребята. И как я на окраине живу, я могу до самого последнего выезжать, до поля пересекать, до речки, речку пересекать, ехать боком и подниматься еще на свои места, так как дорогой уже не пойдешь. Вот. Ну и как бы что засыпало, что-то как-то, ну не есть хорошо. Сегодня минус 20, она встанет и можно будет ходить пешком. А так вот, видите, я накатал вроде, но это еще не то. А завтра можно будет здесь ходить. Так, ладно, что, чайку попьем дома. И надо будет откопать откопать калитку. А потом поедем на поле, ребят. Ну, покатаемся по пухлячку. Такие дела. Дожили, блядь. Снег, блядь, вывозим, блядь. Жопа, блядь. Эх, блядь. Ребят, ну что, погнали, прокатимся. В чем сегодняшний ролик как бы и заключался. Ну, снега по пояс примерно. В этом году нет своей. Не было оттепели, как бы. Обычно, когда оттепель, корочка, потом опять он плотный. А в этом году просто крупа. Поехали. Дорога уже, кстати, ребят, уже он более-менее стала плотная. Холодает, ночью будет 20-ка. Ездим на речку, посмотрим, как дела там. Ребята, ну, тут дорога, так скажем, проходит, а там дальше все мимо буранки, все вода. Да, короче, снега много,
давануло в воду. Я когда еще ездил, более-менее было. Короче, жопа сейчас по реке не пройти. Блин, красиво так. Солнышко, снежок такой. Какой-то волк, что ли, шел, или лиса, непонятно. Лазил тут. Ладно, поехали. Вот бывало казачи. Бывало. Тяжко, ребят, тяжко. Фиксаторы надо ставить. Поставим фиксаторы, ребят, не знаю, посмотрим. Что дойдет, что даст. Зарылись. Смотрите, просто зарывается, ребят, ценой. Тяжко ему, ребят. Реально снега просто жопа, блядь. О-хо-хо. Все, смотрите, весь в снегу. Полный П. Не едет. Не едет. Вообще не едет. До этого еще ехал, ребята. Видать, вообще труба, что творится. Вот здесь кусты, шиповник. Здесь такой снег. Итак, вот, смотрите, ребят. С колеи выходишь. Здесь снега намного больше. Вот какую борозду он делает. А там-то, видите, нету. Там крупа. Еще этот. Еще хуже. Фиксаторы даже не помогают. Сейчас куда-то забираться. Бесполезняк. Ну, на камеру не знаю, понятно, непонятно, ребят. Ну вот снега вот так по пояс. Целая сейчас не пройти. Вот 600-ка была, ребята, она 2-метровая. Вот она вообще не боялась.
этот маневренный. Но сейчас ему тяжело тоже. Полная корыта снега. Вот старая буранка еле заметна, ребят, там пойдет. Ну, он даже не понял. Блять, в целое не лезет. Старый он еще что-то пытается замутить. Тяжковато, ребят. Опа! Стоять бояться. Стоять бояться, деньги ведь не прятать. Ну это не езда, ребята. Это хрень полная. Тяжковато. С грузом тем более. Немножко оттепель нужно, и все, и нормально будет. Фиксаторы. Так, ребят, ну чё, тяжко, не едет. Сейчас никто не поедет, сейчас начнут там писать, каждый будет хвалить свое болото, понятное дело. Но в такой снег, ребят, без дорог делать нечего по буранкам. Понятное дело, что в основном как будто ездишь по буранкам, но сейчас в целом не проехать, вон, смотрю. Я еще до этого, когда ездил, пробивал дорогу на реку, я много в Пухлое ходил, он ехал, даже без фиксаторов. Еще и тащил сани за собой.
Но здесь, походу, еще плюс 30 сантиметров и все. Нет вот этого сэндвича. Вот нужна оттепель, чтобы осел. И вот как бы так. Если в течение зимы происходят какие-то оттепели, то вот эти корочки, они как бы нарастают и получается сэндвич. И эта корка дает. И едешь хоть на чем. Здесь не проехать. Ну, фиксаторы, ребят, помогают, заметно помогают. Но сейчас пока вот так. 1,70 м гусянка. До этого у меня была 600-ка тайга. Там была 2-метровая. Тоже на 60. Но он шел, ребят, ему похрену было. Здесь как-то, не знаю, он как-то может плавненько идти, не газовать, потому что грунтозацеп 30 ревет под собой. Тот как-то он прям вообще не провалился. База 4 метра вместе с модулем. Он и по своду ходил, кстати. Потому что вот, ну, он не проваливался до вот этой воды. Но этот маневренный, ребят, мне он нравится. На самом деле. Хорошая техника. Ну, блин, ну видите, какая хрень. В целое сейчас заехать тяжело. У ребят, кстати, с компании вышла прошка. Tafalar Tundra Pro. Это именно как раз двухметровая техника. Точно такая же, только на 30 сантиметров гусля длиннее. И двигатель 30. Здесь 20-ка, там 30. Зверь, конечно, я думаю, аппарат. Ну, в общем, как-то так. На маленькой собаке вообще не проехать, мне кажется. Только дорогой. Вот почему дорога, буранка, она очень важна. Когда ты ездишь, когда ты делаешь все путики. И в течение сезона все равно кто-то проехал, ты проехал, как бы, ну, уже попроще. А тут вот крупа просто крупа. Ладно, ребят, что, как-то так. Спрашивали, вот, пожалуйста, я как бы, ну, не скрываю, все нормально, это все понятно. Все равно дороги какие-то старые есть. Вот, еле-еле заметная была. Я на него выскочил, он просто прет, ему он даже не нюхает. А вот только в целом все, он начинает зарываться. Как-то так. Ладно, ребят, денечек такой сегодня. Снежка немножко покидали, дровишек покололи. Двор убрали. Надо вот потихоньку с крыш снег скидывать. Короче, ну вот такая сегодня рутина. Ну и вам немножко видосик записал. Ну, такие ролики бывают, ну, кому-то что-то дает, как говорится. Кофр, да, плюс. Красота. Ладно. Давайте на связи, ребят, увидимся, как говорится, на рыбалочке.
Машина. Да, ребят, такая концовочка непонятная, да? Ну, вот так сложились обстоятельства, в общем. Кто не пойдет по Пухляку? Пойдем. Этот аппарат. Потерпите недельку, ребят. У меня завтра поезд, командировка, так скажем, очередная экспедиция. Приеду и будем вместе с вами разбираться. Самому все интересно, быстро-быстро съездил, забрал, пригнал. Так, собрал, но в принципе собирать здесь особо и не надо. 2 болта там, плюс-минус. В общем, давайте на связи.